В марте 3 раненых военнопленных после многократных обращений украинских властей, и наших адвокатов, и ряда иностранных государств российские власти вывезли для обследования в гражданскую клинику. После этого обследования Василию Сороке сделали операцию на руке, причем пока он находился и в следственном изоляторе «Матросская тишина», и в следственном изоляторе Лефортово, никакой надлежащей медицинской помощи ему не оказывали. Когда ему сделали операцию, выяснилось, что у него перебито сухожилие. А в тюремной больнице ему предлагали эспандер для того, чтобы разрабатывать руку. Как можно разрабатывать руку, если у человека нет сухожилия? То есть это показывает уровень и качество тюремной медицины. Сейчас он в гипсе находится, но опять-таки для того, чтобы он не стал инвалидом после перенесенного ранения, конечно же, необходима ему надлежащая реабилитация. У него не работало несколько пальцев на руке, 3 пальца, сейчас он не чувствует мизинец. То есть, конечно же, нужно дополнительное обследование, конечно же, нужны независимые медицинские обследования. Что касается 2 других военнопленных, Андрея Эйдера и Андрея Артеменко, то также мы настаиваем на том, чтобы им провели дополнительное медицинское обследование, потому что у них остались неизвлеченные осколки внутри. Они чувствуют боль, им постоянно приходится пить обезболивающие. И пока мы не видим существенного прогресса в этом направлении. Все это осложняется тем, что российские власти не предоставляют официальную медицинскую документацию по состоянию здоровья раненых. То есть мы не можем взять эти документы, показать независимым экспертам, врачам и получить какое-то заключение. И это все, естественно, с точки зрения международного права приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.